ағайын, арнада антикорлайф жобасы, сіздермен Нурбек Набиев, серіктестік департаментінің бас сарапшысы. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире проект Антикорлайф, в эфире Нурбек Набиев, главный эксперт департамента партнерства. Сегодня будем обсуждать новые подходы противодействия коррупции в городе Алматы. С этой целью на прямой связи со студией находится руководитель департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы Нагметжан Мухамеджанович Сапаров. Здравствуйте, Нагметжан Мухамеджанович. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, конечно, хотим отметить в целом работу департамента по городу Алматы по предупреждению и профилактике коррупции. Департамент на передовой по части подходов к противодействию коррупции. В целом, какая работа в этом направлении проводится вами? Спасибо за вопрос, Нурбек. Здравствуйте всем. Во-первых, для выявления причин и условий коррупции мы используем два эффективных инструмента. Это антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков. В антикоррупционную работу также привлекаются общественные деятели, функционеры, СМГ, специальная мониторинговая группа департамента. Группа проводит анализ и мониторинг коррупционных рисков в различных сферах деятельности и максимально стараемся выявить болевые точки. Но, во-вторых, это проводимая департаментом профилактическая разъяснительная работа. В рамках Санал Урпак мы формируем у молодежи принципы правильности, формирования нравственной идеологии у молодых людей, принципов добропорядочности, честности. Стараемся проводить ежемесячно в учебных заведениях, в колледжах, в вузах часы добропорядочности нашими специалистами превенции департамента по городу Алматы. Кроме этого, в рамках Адалдык Алаңы, как вам известно, во всех областях созданы проектные офисы Адалдык Алаңы. В рамках, и Алмата здесь не исключение, создан ситуационный центр. В рамках ситуационного центра есть проектный офис Адалдык Алаңы. Организована широкомасштабная республиканская акция «За Казахстан без коррупции». Здесь хотелось бы отметить активность наших знаменитых артистов, общественных деятелей, писателей, кинорежиссеров, которые в условиях пандемии, несмотря на карантинные меры, поддержали челлендж, призывающих всех казахстанцев к соблюдению принципов добропорядочности, честности и отзывчивости. Также впервые в Казахстане презентовали департамент города Алматы. Наш департамент презентовал мурал на тему добропорядочности «Өз еліңді бұзба». Данная композиция посвящена нравственному воспитанию граждан, привитию принципов честности, справедливости и неподкупности. С целью воспитания морально-нравственных ценностей у детей изготовлены и размещены в общественных местах комиксы на антикоррупционную тематику. Вот касательно мурала, хотел бы, Нурбек, отметить, что вот мы первые начали, и вы сами знаете, что такие муралы начали появляться в других областных центрах. Ну, эта работа продолжается и очень хорошо подхвачена другими департаментами. Целое движение началось в отношении. Да. Ну и кроме этого, также департаментом мы были такими начинателями этого проекта. В рамках поддержания семейных ценностей и формирования антикоррупционной культуры презентован ролик «Коррупция разрушает не только вашу страну, но и жизнь ваших близких». Здесь надо отметить нашего знаменитого, известного кинорежиссера Ахана Сатаева. Ролик был такой психологически направлен на последствия необдуманных действий взрослых и как она влияет на молодежь, на собственных детей. И, в принципе,
мы показали, как может произойти в жизни такие обстоятельства, как вот, необдуманные действия взрослых, какие могут нести последствия. Для государственных служащих нами также разработана такая удобная карманная книга. Мы все знаем, что карманная книга, она удобна. В этой книге сформированы все нормативно-правовые акты законов государственной противодействия коррупции, госслужбы, закона по этике. И в ней формировано вот, государственное, то, что должен соблюдать каждый госслужащий в стране, знать и соблюдать. И также вот, в рамках Антикор Лайф Алматы мы стараемся проводить посредством прямой трансляции вот, отчеты нашей работы и деятельности перед населением, перед аудиторией Антикор Лайф. Вот, приблизительно вот в таком проекте, который сейчас происходит между мной и вами. Да, отлично. Еще, знаете, хотелось бы узнать, большое значение в развитии экономики любой страны имеет привлечение инвестиций. Вот какая работа проводится в рамках проекта Protecting Business and Investment? Спасибо. Ну, на мой взгляд, ну, я даже и помоложе был, я знаю, что наш первый президент Елбасы, когда формировалось становление нашего государства, у него одним из таких лейтмотивов было сначала экономика, а потом политика. И в части экономики он всегда старался привлечь в первую очередь, сам ездил по всему миру и звал, приглашал всех корпораций, бизнесменов заходить в Казахстан и работать. И гарантировал благоприятные условия в развитии малого, большого, среднего бизнеса. Вот эта традиция, которую оставил нам первый президент, это продолжается даже в усеченном варианте, ну, в рамках нашего агентства. Я думаю, что это напрямую связано вот с этими позывами. И в рамках агентства реализуется проект PBI. Protecting Business and Investments. Что она в себе заключает? Мы знаем, что есть много вопросов, которые касаются инвесторов, не только инвесторов, но и наших граждан. Мы сталкиваемся, ну, часто сталкиваемся, когда видим, становимся свидетелями бюрократии, отфутболивания с кабинета в кабинет, зачастую с волокитой рассмотрения каких-то бизнес-проектов. Допустим, бизнес со своими деньгами зашел в наше государство, он вкладывает и хочет создать, реализовать эти бизнесы, местные исполнительные органы в чем-то препятствуют умышленно или где-то недопонимание, или правовые коллизии. В этом ключе вот этот проект нацелен, чтобы наш департамент в лице агентства сопровождали этих иностранных инвесторов, чтобы они не пугались, они смело заходили и чувствовали нашу поддержку, внимание и заботу. И в этом ключе на сегодняшний день департамент по городу Алматы под сопровождение взял 30 проектов на общую сумму 177 миллиардов. И в результате нами защищены права 63 предпринимателей. Я думаю, что этот проект очень оправдан. Мне есть с чем сравнивать. Я эти проекты вел и в Северном Казахстане, где был руководителем, и в Западном Казахстане, в Атырауской области. Очень такой полезный проект. Но это, ну, простые граждане должны понимать четко, что это не какое-нибудь лоббирование интересов агентства или департамента. Это просто мы хотим, чтобы бизнес с Казахстана, европейский, западный, иностранный бизнес с Казахстана не уходил. Заходили новые технологии, создавались рабочие места. И в этом ключе я думаю, что агентство вносит свою, хоть и маленькую, но очень полезную и эффективную лепту.
Да, действительно отрадно слышать такие хорошие показатели, учитывая, что Алмата очень активный в плане бизнеса, и для Алматы немаловажно, чтобы именно госструктуры, такие как антикоррупционная служба, содействовали в их деятельности. Я думаю, только местное население будет только довольно от такой помощи. Но в целом среди проектов агентства действует также проект по контролю за качеством дорог. Какие важные результаты были достигнуты в этом направлении? Спасибо. Ну, дороги – это очень важная составляющая экономики Казахстана. Как мы знаем, что территория Казахстана очень большая, и в этой части, даже касательно мы говорим о инвесторах и наших гостях, и развитии туризма, и вообще нашим гражданам архиважно иметь такие качественные, хорошие дороги. Мы знаем, что по всей республике там неоднократно озвучивалось и на уровне правительства, десятками тысяч дороги строятся, автобамы, связующие другие государства, экономики. Но вместе с тем есть большие нарекания на качество дорог, на строительство, на освоение бюджета, выделенных на строительство этих дорог. Чтобы предотвратить такие изначально превентивные меры мы принимаем в рамках трехстороннего соглашения между нашим департаментом, Акимата и Национальным центром дорожных активов. На постоянной основе проводится работа по мониторингу качества строительства и ремонта дорог столицы. Но это речь идет не только о нашей столице. Мы знаем, что сейчас большие затраты идут освоение между Карагандой и Алматой. Мы ездим, это видим, наши родственники ездят. Я надеюсь, что трехстороннее соглашение, Национальный центр, как это организуется, мы осуществляем выезды с передвижной лаборатории на проблемных участках дорог, берем пробы, сэндвичи, технология укладки дорог соблюдена, не соблюдена. Все эти вещи контролируем. Наши действия постоянно сопровождаются общественниками, блогерами, ну и, конечно, средствами массовой информации. На сегодняшний день выявлено 16 нарушений, которые оперативно в режиме устранены подрядными организациями. Этот механизм работает, в этом ключе работа продолжается. Спасибо. Отлично, да. Нурбеджан Мухамеджанович, в СМИ, в социальных сетях регулярно отражается информация о деятельности антикоррупционной службы в городе Алматы в целом, в том числе по привлеченным к уголовной ответственности лицам. Хотелось бы знать, какая работа антикоррупционной службы по городу Алматы ведется в отношении лиц, обладающих иммунитетом. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, актуальный он и даже и свежий вопрос. Если мы будем говорить, что относительно недавно принят закон об отставке первых руководителей, независимо, этот институт уже работает, этот механизм нормативный. В этом ключе одним из позиций президента и как агентства, и руководства агентства, как говорится, неприкасаемых нету. Перед законами все равны. В этом отношении нашим департаментом ведется независимо от статуса, должности, либо иммунитета работа, оперативно-следственная работа. В 2019-2020 годах нашим департаментом выявлено 4 таких факта совершения коррупционных уголовных правонарушений со стороны судей города Алматы. Как вы знаете, что у судей особый иммунитет, который как раз таки обладает такими иммунитетами. Привлечены к уголовной ответственности судьи Наурзбайского, Бостандыкского и Медеевского районов, а также председатель Бостандыкского районного суда города Алматы по гражданским вопросам. По всем указанным уголовным делам состоялись обвинительные приговора. Виновные судьи приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Хотел бы еще добавить, что есть агентством проводится большая работа по законопроектным работам, и существующий закон о противодействии коррупции мы рассматриваем внесение изменений и поправок, как вы знаете. Здесь также в этом законе будут отражаться вот как раз-таки не в то, чтобы ослабление иммунитета судей и неприкасаемых людей, а приведение их в равные права с остальными гражданами. И в этой части тоже хотелось бы отметить, что буквально мы 2 недели назад провели вот также онлайн международную конференцию, где принимали участие эксперты, специалисты, юристы, знаменитые профессора из Грузии, Российской Федерации, Германии, ООН, Алматинский офис ООН, и также наши отечественные выдающиеся юристы, где обсуждали внесение изменений в проект закона. И одним из таких вопросов в этом проекте есть вопросы неприкасаемых и вопросы иммунитета некоторых категорий государственных служащих. Да, действительно, мы наблюдали эту конференцию, там представители общественного совета агентства присутствовал, зарубежные эксперты, обсуждались актуальные вопросы. А вот по итогам совещания, наверное, был составлен какой-то протокол там, или пакет рекомендаций, и куда его внесли, вот хотелось бы знать, и журналистам пояснить тоже. Оценка была по средствам массовой информации, и по интернету, и по участникам. Отзывы были очень положительные, особенно немецкие эксперты и офис ООН. Они прекрасно знают нашего председателя. Председатель неоднократно посещал офис ООН, где презентовал наши проекты, над чем мы работаем и как мы работаем, на какие высоты мы нацелены. И, в принципе, они оценили очень высоко. И грузинские эксперты, как мы знаем, что в Грузии тоже противодействие коррупции, на сегодняшний день находится на достаточно очень высоком уровне, если сравнивать не скандинавские страны, а вот сравнивать постсоветские страны. Есть поучиться у них, чем их оценка очень высокая. Итоговый документ, все мнения известных юристов, специалистов, экспертов направлены в виде аналитической справки в центральный аппарат. Соответственно, центральный аппарат агентства, она будет собирать со всех департаментов свои предложения, и вносить, наверное, в Маджлис парламента Республики Казахстан. Это уже дело времени. Отлично, отличный результат. А вот в целом, уже с марта месяца наша страна находится в режиме борьбы с коронавирусом, с пандемией. Какая работа проведена департаментом и его проектными офисами в условиях пандемии? Очень актуально. Спасибо, Нурбек, это хороший вопрос, актуальный вопрос, и он еще с повестки дня не снят. Пандемия еще не закончилась, хотя есть симптомы снижения, ослабления карантинных, но, как говорится, в обществе угроза еще висит. Поэтому наш департамент, как часть этого социума, нас это мимо не прошло. Мы тоже, часть сотрудников, не будем скрывать, переболели. Еженедельно проводим дезинфекции. Это касательно личного состава, и не как госслужащих, не как руководитель, говорю, как простые граждане этого государства. Но, несмотря на это, мы не снижали темпы работы по выявлению правонарушений и пресечению недобросовестных поставщиков лекарственных средств, масок и так далее. Мы в этом ключе департаментом на базе ситуационного центра
был создан оперативный штаб, где вот мы по взаимодействию и обмену информацией. И в рамках этой площадки мы достигли неплохих результатов. Здесь участвовали в этот штаб, входили и депутаты парламента Маджлиса, ну, в частности, госпожа Смирнова, специальной мониторинговой группы, блогеры, активные, неравнодушные граждане. Ну и, конечно же, возглавлял всю эту работу мой первый заместитель, который является ответственным за превентивную работу, за профилактическую и в целом за превенцию. В рамках этой работы мы провели ряд рейдов по городу Алматы, где скапливались очереди, где бывали такие протестные настроения, не могли найти то необходимое лекарство. Мы все это фиксировали, выявляли причины отсутствия лекарств. Нашими сотрудниками полностью отработан сам весь склад СК фармации, чтобы убедиться, есть ли реальный дефицит лекарственных средств или нет. Также мы не оставляли оперативно-следственную работу, закрытую часть. В результате этой работы, ну, касательно аптек, мы охватили по городу Алматы около 50 аптек. С участием средств массовой информации и блогеров, и простых граждан. Результаты на сегодняшний день, вы сами знаете, ситуация в лучшую сторону меняется. Также мы сопровождали гуманитарные помощи, которые прилетали в аэропорт Алматы. Как они распределяются? Нашими просто неравнодушными гражданами прямо в складах ставили печати, организовывали печати на каждом коробке, на каждом лекарстве средства бесплатно тегин, чтобы они напрямую шли в аптеки и раздавались бесплатно. Также необходимо отметить таких недобросовестных граждан, бизнесменов или предпринимателей, так сказать. Ну, бизнесменов их трудно назвать, таких предприимчивых людей, которые с целью наживы контрабандным путем доставляли одноразовые маски. Такую работу мы провели. В результате слаженной работы нами выявлено и зафиксирован факт, и изъяли около 8,5 миллионов одноразовых масок. Это можно сказать, всю Алмату можно обеспечить в 2 раза. Данные маски сейчас на сегодняшний день идет оперативно-следственная работа. Ждем заключения экспертизы. И я надеюсь, что мы всю этот объем масок передадим в акимат города Алматы, соответственно, чтобы они пошли в медицинские учреждения, в больницы, в поликлиники, и бесплатно, чтобы в незаконный оборот не попали. Отлично. Да, в целом, президентом была объявлена концепция слышащего государства. Это имеет большое значение, в особенности в нынешний период. Расскажите, пожалуйста, о работе в рамках концепции. Ну, как вы сейчас сами сказали, наш президент сейчас формирует государство, слышащего государства. Слышащее государство, она в первую очередь должна быть социально направленным государством, социальным государством. Но в этом ключе также мы не остаемся в стороне. Нами созданы в рамках ситуационного центра Алматы Адалдык алаңы, где мы сейчас находимся, несколько проектов. Это
волонтерские движения акселераторы добра, Азгелек Ельшицы, по принципу предоставления волонтерских услуг в виде оказания юридической и социальной помощи нуждающимся. Ну, это вот, чтобы мы знаем, что огромная доля правовой неграмотности. Другой канал обратной связи с гражданами – это существующий колл-центр. Это вот знаменитые наши цифры 1424, где операторы в круглосуточном режиме реагируют на сообщения о коррупции и давление на бизнес. Тут же принимаем жалобы, отклики, оказываем консультационную помощь. Ну, соответственно, если есть необходимость, проводим оперативно-розыскные мероприятия. С начала года на колл-центр на рассмотрение поступило 41 сообщений. Вот, поощрены 8 лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на сумму 1,3 миллиона тенге. Для эффективного взаимодействия с населением и повышения доверия граждан, как я уже неоднократно в своем тезисе говорил, что вот создан антикор орталығы в формате общественной приемной, вот, open space. Также в этом формате и у нас ведется несколько проектов. Это, вот, я, как уже сказал, акселератор добра, и Санал Урпак, Сапалы Жол, Азгелек Ельшицы, ну и так далее. Да, в целом, Мухамеджан Мухамеджанович, вы возглавляете департамент в городе Алматы. То есть город Алматы знают не только в Казахстане, это такой большой мегаполис с развитым бизнесом, развитой культурой. Далеко за рубежом знает город Алматы, что находится в Казахстане. Насколько трудно, скажем так, какие особенности есть при работе в этом городе? Какие сложности, может, где-то легко, где-то, наоборот, сложно? Можете об этом рассказать немножко? Ну, начну с себя, что я уроженец Алматинской области. Меня здесь больше 20 лет не было. И мне есть с чем сравнивать. С западными областями. Ну, конечно, город очень красиво остраивается, очень развивается. Бюджет города Алматы более 800 миллиардов. Это один из самых больших бюджетов. Ну и вливание в центральный, в государственный бюджет немало долю вносит Алмата. Ну, Алмата, в первую очередь, это культурная столица. Мы знаем, что это южная столица. Культурная, такая очень молодежная. И много вузов здесь. У всех, которые сейчас у нас в столице живут, в Нур-Султане, наверное, у каждого все начинали свою вот молодость с этого города. Соответственно, это одним из флагманов наших всех городов. На Алмату равняется. И для меня это очень почетно, но в первую очередь очень ответственно. И коллектив департамента старается работать, чтобы оправдать доверие руководства, ну и в целом те цели и задачи, которые стоят перед антикоррупционной службой. Как уже мы с вами говорили, это вот мы ставим во главу угла это превентивные меры, превенцию, профилактику. Если мы раньше был акцент на карательные, на репрессивные меры, на сегодняшний день то, что мы с вами сейчас вот уже на протяжении более 20 минут говорим, только о превентивных мерах. И она оправдана, она дает свои результаты. И мы воочию увидим, как не на ментальном уровне, но подсознание люди меняются потихоньку. И вот эта нулевая терпимость к коррупции и вообще отношение, формирование в обществе отношение к коррупции как нечто такому ужасному, это потихоньку идет. И это радует. Ну, еще раз говорю, что это Алмата, это для нас это очень почетно, очень ответственно. Работы очень много во всех направлениях. Экономика дышит, дома строятся, дороги делаются,
как говорят англичане, можно экономику судить государство по наличию башенных кранов. Так что в Алматы этих башенных кранов предостаточно. Это означает, что экономика вовсю работает. И просто за этим наша задача следить, чтобы эти деньги уходили точечно, в адрес и эффективно. Вот действительно, чтобы формировать нулевую терпимость к коррупции среди населения, агентством генерируется очень много различных инициатив по профилактике коррупции, там, формированию идеологии, добропорядочности. Как в целом местное население города воспринимает, как встречает данные инициативы? Ну вот я могу оценить по приему граждан, вот, когда я с людьми разговариваю, и когда у меня есть мои приемы граждан, моих заместителей, и вообще, когда разговариваю, заслушиваю их жалобы, заявления, и сравниваю, как это было, допустим, 10 лет назад. Да, тут однозначно можно говорить, что вот, сознание в обществе, вообще в социуме меняется в сторону позитива. Ну, тут вопросы бинарности, тут можно долго рассуждать, но коротко скажу, тут как на весах. С одной стороны, активности граждан, которые с неприятием коррупции, вот, и у молодежи пошло, но с другой стороны, есть много очень богатых людей в нашем обществе, которые уже и заработали. И здесь, как бы в государстве, я бы хотелось, чтобы какая-то вот равновесие сохранилось. А по приему граждан я сужу, что вот есть такое приятная надежда, что люди не хотят больше терпеть коррупцию вообще в любом проявлении. Ни в государственных структурах, ни в местных исполнительных органах, ни в бизнесе. Ну, что такое отсутствие коррупции? Это соблюдение законов и возведение в ранг, первостепенный в ранг – это справедливость. Вот все люди хотят справедливости. И здесь мои наблюдения показывают, что вот, очень много активных людей, которые не молчат, говорят, и данный сервисный центр оправдывает себя. Они вот сюда приходят. Здесь мы их принимаем, сидим, разговариваем. Сервисный центр, он создан не так, как вот такой чопорный кабинет госслужащего, он такой, он располагающий. Вы знаете, что даже простые граждане, когда заходят в государственный орган, а тем более правоохранительный орган, они все равно вот подсознание имеют какое-то стрессовое состояние. Чтобы это все расположить, и у нас вот, открытое пространство, open space, где свободно, тут и удобные кресла, и кондиционеры, и все создано и для детей, если с детьми пришли. Я даже своим сотрудникам говорю, если дождь пошел, мимо проходит человек, вы открываете двери и говорите, вот заходите в наш центр, посидите, чай попейте, там, воду попейте с кулера, высохните, потом дальше пойдете. Вот, чтобы вот здесь активных граждан все больше и больше, ну это радует. Но с другой стороны, как я уже говорил, это тоже налагает очень большую ответственность на все обращения, на все жалобы, заявления, на все чаяния народа. Мы должны эффективно отражать такими инструментами, которые у нас есть. То бишь реализовывать те рычаги, которые напрямую связаны, направлены на противодействие коррупции. Мы бы, если мы эффективно не будем работать, у них тоже формируется такое же мнение, как мы говорим, что вот о бюрократии, о поисках правды, с кабинета в кабинет и так далее. Вот в этом ключе мы должны качественно отличаться от других. Отлично. Навиджан Мухамеджанович, хотелось бы поблагодарить вас в первую очередь, что вы уделили время, поучаствовали в нашем онлайн-интервью, ответили на вопросы. Кстати, к нам поступило порядка 40 вопросов в комментариях. И вот Ажаргуль Шеликбаева, Айнур Кайдарова задают множество вопросов.
Хотелось бы попросить вас, чтобы ответить на эти комментарии, ну, после завершения интервью, может, со своими сотрудниками совместно. К сожалению, время эфира ограничено. На этом мы будем завершать. Еще раз большое вам спасибо. Желаем успехов в деятельности. Спасибо большое. Уважаемые зрители, уважаемые журналисты, спасибо за внимание. До свидания.